Здравствуйте! Сегодня гости программы «7 дней плюс», доктор архитектуры, заведующий кафедрой теории и практики архитектуры Казанского государственного архитектурно-строительного университета Галина Николаевна Айдарова. Галина Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Галина Николаевна, вот говорят, что на формирование национального самосознания влияет несколько факторов. Это может быть и язык, и литература, и искусство, может быть и семья, да, и наследственность. Скажите, а вот среда как влияет на формирование национального самосознания? И скажите, вообще есть какие-то отличительные черты именно у татарской национальной архитектуры? Безусловно, среда – это как раз тот слой, та атмосфера, в которой воспитывается человек с рождения. Поэтому он воспринимает все, что есть в этой среде. Есть очень современные исследования разнообразные, посвященные этому, как социальная среда, архитектурная среда влияет на формирование личности, на формирование культуры людей. И без сомнения, та среда, которая есть в нашем городе, в Казани, на протяжении многих-многих поколений, она формирует, безусловно, здесь личности тех людей, которые здесь проживают. И это взаимодействие традиций, которые есть в нашем регионе, которых, в общем-то, нет в таком составе в других регионах. Это наша особенность, наше богатство. И поэтому мы прекрасно понимаем, что наша культура формировалась на протяжении многих веков. Это взаимодействие традиций. И та среда, которая есть в Казани, которую отмечают все, кто сюда приезжает, она именно основана на толерантности, на таком взаимном уважении традиций, как одних, так и других. В селах сегодня мы видим просто продолжение и развитие этих традиций. Они живы и в архитектуре сельского жилого дома, в архитектуре мечетей, церквей мы видим продолжение этих традиций. А что больше всего повлияло вот на формирование именно этих традиций? Скажите, там влияние Востока и Запада? Конечно, влияние Востока и Запада. Ведь здесь в течение, мы говорим уж, конечно, тысячелетия, сначала появились мусульманские традиции, локальное здесь проживание татарского населения с булгарского времени, с каких веков. Все это гораздо раньше нашло здесь почву для развития. Это мусульманские традиции, которые пришли сюда издалека. Они были восприняты здесь, и они были преобразованы здесь. А какие-то элементы сохранились сегодня в современной архитектуре, именно, так скажем, с тех веков? Конечно, ведь через материал транслируются традиции. И это дерево и кирпич – это наши региональные материалы. Если мы сегодня посмотрим современную архитектуру, там, где мы увидим эти материалы, они уже транслируют традиции. Но кроме того, есть, конечно, очень устойчивый тип, допустим, мечети с минаретом на крыше, деревянная мечеть. Она прошла, буквально где-то еще уж в Казанском ханстве, безусловно, она была в этот период. И она прошла много-много веков развития, формирования. И мы видим, сегодня она сохраняется. А вот наши мечети по стилю, они отличаются от мечетей, например, в Средней Азии? Конечно, отличаются, поскольку это в первую очередь, что требуется в наших условиях, это, конечно, отопление. Это, конечно, теплые должны быть мечети. Тогда как в странах, допустим, Азии, Востока, мечеть, она всегда прохладная, она всегда с айванами, которые должны дать воздух, укрытие от тени. У нас другая проблема. Нам не нужны элементы, которые будут закрывать солнце. Нам нужно больше света, освещения, и нам нужно отопление. Поэтому та типология архитектурная, которая к нам сюда приходила с Востока, из Средней Азии, с Месопотамии еще раньше, она, конечно, требовала преобразований. И эти традиции собственные наши были выработаны. Допустим, конечно, мы знаем среднеазиатские объекты татарской архитектуры, где много многоцветия, очень разнообразная полихромия, плитка, разнообразная цветная. А у нас это, конечно, в меньшей степени было использовано, поскольку это нужно
вести издалека. И у нас, конечно, резьба по камню утвердилась в большей степени, резные элементы. Это мы видим в малом минарете в Болгарах. У нас утвердилось уже позднее, и сегодня транслируется к нам вот из XIX века, это раскраска красками. Как только появились в XIX веке масляные краски, так татарское население очень быстро освоило и стало использовать этот прием в деревянной архитектуре. А какие все-таки цвета были вот цветом вот этого татарского менталитета? Те же самые, которые мы видим в использовании и в некоторых кирпично-каменных зданиях, потому что без голубого и синего цвета татарской архитектуры нет, это сакральный цвет, синий, голубой, поэтому обязательно. Также зеленый цвет, это тоже сакральный цвет ислама. Кроме того, белый и охристый, золотистый такой желтый цвет. И сегодня мы это наблюдаем. Очень любит наше сельское наше население использовать эти цвета в своей архитектуре жилых домов. Известно очень еще с давних времен, что вообще татары вкладывали очень много средств в свои дома, чтобы они были не только удобные, но и красивые. Насколько у него хватает средств, настолько он и вкладывает в свое жилище, и в его оформление, и внутри в его убранство. Поэтому это вот такая тоже национальная черта. И сегодня она легко прослеживается. А еще говорят же у татар, если, например, сосед построил дом, то его другой сосед сделает этот дом обязательно немножко выше, да? Это тоже есть, и сегодня тоже такое, просто иногда это просто забавно даже бывает, что и не нужно, но стараются сделать и выше, и лучше. Но и видно влияние соседей друг на друга. Даже вот в Залесном мы посмотрим в Казани, там еще тоже сохраняются эти традиции. А все-таки где они больше сохранились, в городских условиях или же в деревне? Конечно, если мы говорим о такой вот народной архитектуре, народный стиль, он, конечно, хорошо, интересно в деревнях просматривается. Несмотря на то, что сайдингом обшивают дома, все равно остаются либо какие-то элементы, допустим, в заборах, в оформлениях заборов сельских, либо в цвете, либо в оформлении декора, раскраска фронтонов жилых домов. Мы там легко находим традиции XIX века и раньше. Угу. А вот этот орнамент, да. Цветок, да, ля-ля, ща-ща-гэ, да. Что он несет в себе, какой смысл он несет в себе? Да, но конечно, орнамент – это очень важная вещь. И здесь, в татарских домах, мы не увидим какой-то орнамент, который показывает, допустим, человека или даже животных очень мало мы видим. Только в основном цветочные и геометрические орнаменты допустим, на наличниках окон. Это излюбленные такие татарские элементы. В архитектуре городской, в городе, если мы будем говорить, и даже если мы говорим, конечно, что это современные материалы, и стекло, и бетон, то, конечно, там мы можем увидеть в меньшей степени, здесь правда близко, видно, как в архитектуре рынка московского использовано. Это еще в прошлые годы, это где-то 70-е, 80-е годы 20 века. Все-таки вот эта мозаика, да. Она была украшением города? Да. Вот мы же видели и на вокзале, на ЖД вокзале да, тоже была, да, вот конечно. это панно. Это было особенностью или это все-таки устаревшие некие такие уже артефакты советских времен? Нет, если мы берем вокзал современный, и там есть такая монументальная композиция художника Федорова, Виктора Федорова. Это, конечно, уже современный такой модерн, это уже, но в то же время это девушка татарская, и это, конечно, для того времени был прием очень современный. Он, конечно, не может впрямую быть связан с татарской традицией. Но если мы увидим в городе купола, то это, конечно, тоже нас отсылает к традиции мусульманской, общей мусульманской традиции. И мы видим в архитектуре города, где-то сохраняется это. И дальше мотив сталактита, декор сталактитовый, который применяется и в кирпичных зданиях, и даже в бетоне модернизированные элементы таких ниспадающих форм,
сталактитов. Это очень старинный декоративный прием. Ну вот говорят, что Казань – это больше русскоязычный город. Мы можем такое же сказать про архитектуру или нет? Вы знаете, конечно, мы видим, как развивается архитектура в сторону большего такого глобального стиля, европейского, международного. И к этому стремились и архитекторы в XX веке. Ну, в каком-то смысле были волны разного отношения к национальным традициям. В самом раннем периоде советского времени, это вот где-то 20-е годы, 30-е годы, это не поощрялось. Никакие национальные традиции не поощрялись. И исследования, допустим, архитектуры там, Казанского ханства, Золотой Орды не поощрялось. Должна была быть единая история советского народа, единый стиль в архитектуре как и в литературе, кстати, да, советского народа. Поэтому потом наступило другое время, и вдруг мы, вот и архитекторы, и в Союзе архитекторов, и на съездах архитектурных начали говорить о том, что да, традиции, нужны традиции. Возврат к традициям где-то произошел после войны, это вот 45-е годы, когда поворот к истории, поворот к традициям происходил. И мы видим пример, наш театр Муса Джалили, где выдающийся наш архитектор, татарский архитектор Гайнудинов Исмаил Галеевич, сумел создать такой стиль архитектурный, когда это было современно. Он соединил европейский стиль, классицизм, и с местными традициями, с декором, с татарским декором. Это, конечно, выдающееся произведение архитектуры, где он показал, как можно методом синтеза сохранять традиции, даже если это вот взаимодействие русских, европейских и татарских традиций. Галина Николаевна, вот у нас есть такой оазис, скажем, такой национальной архитектуры, как Старо-Татарская Слобода. Ну, как вы оцениваете то, что было сделано, вот ту самую большую реконструкцию, которая была проведена, и как вы считаете, нужны ли еще такие вот национальные элементы, национальные точки вот на карте Татарстана, на карте, ну и Казани, если в частности? Вопрос это очень важный, очень интересный. И он, конечно, может широко рассматриваться в том смысле, что вот я хочу немножко вернуться о том, что мы говорили о селах. Вот там сейчас... Как происходит? Сейчас уже все понимают, что нужно сохранять наследие в архитектуре городов. Но в архитектуре районных центров и сел пока это не понимают. И последние крохи, которые остались, деревянной архитектуры, они могут погибнуть. Это вот должны в таких местах, в маленьких, небольших населенных пунктах, в районных центрах, вот учителя, интеллигенция, понимать, что это надо сохранить. Где-то это старый амбар, настоящий, старинный, где-то это мельница, которую можно восстановить еще и сделать из нее наследие. Поэтому если бы у нас действительно туристический потенциал очень высокий в Татарстане, в Казань едут и едут, но мы можем села показывать. У нас есть что показать и в селах тоже. И там где-то еще сохраняются старинные постройки, которые могут представлять из себя и мечети, и жилые дома, и хозяйственные, сельскохозяйственные постройки. Везде там есть музеи, где хранится сельская утварь. И там разные сундуки и посуда, утварь домашняя. А хорошо бы показать, где еще это могло быть в какой-то усадьбе, в каком-то месте, где сохранилось что-то. Не все сайдингом обшито, а где-то настоящие срубные конструкции старинные сохранились. Поэтому, конечно, Старо-Татарская Слобода – это первое, что принято было к охране. Это долгое время не могли взяться за нее, поскольку она очень густонаселенная. И если вспомнить конец 20 века, 80-е, 90-е годы, очень много проходило конференций научных, искали подходы, как быть, как решить этот вопрос. Ну, конечно, не обходится, и везде это большая проблема, во всех городах. Как только начинают думать, как сохранить наследие, так упираются все в финансы, все в экономические вопросы. Поэтому и там тоже это было с потерями, конечно, не удалось все сохранить.
И не удалось выработать, конечно, вот единый такой подход, который позволил бы сохранить правильно разные типы усадеб, которые бы сейчас были целыми. Вот целых не осталось, к сожалению. Потому что, конечно, это были сильно изношенные дома, сохранить их трудно. И такой опыт есть за рубежом. Но вот он в чем заключается, если взять немецкий, там, германский опыт? В некоторых старинных городках есть XIV века деревянные А у нас какого здания. века самое старое в Казани? 19-й? Конечно. Если брать дерево, конечно, то это 19-й. Вот Асан-Елга была мечеть, тоже там начало 19 века. Я уже не знаю, сейчас она жива или в каком она состоянии. А, допустим, если мы возьмем Европу, город Люцерна, там маленький город 50 тысяч, и там мост деревянный, громадный, XIV века, который сегодня используется. Но у нас нет, конечно, такой возможности. Поэтому что произошло? Произошло то, что вот тот опыт, который есть европейский, мы его не могли к себе применить. Они дальше нас ушли в этих методиках. И там вот они могут, допустим, памятник архитектуры, целиком разобрать его и собрать на тех же технологиях, не используя современные материалы, не используя все технологии, гвозди, все, что было как тогда. И тогда это статус памятника сохраняется. А если мы, конечно, используем в реставрации кремлевских башен новые конструкции, бетонные, металлические, то это, конечно, уже не совсем полное сохранение, это уже, конечно, модернизация. И памятники архитектуры, они требуют вот такого вот честного документального подхода. А у нас, конечно, сейчас получается так, что мы воссоздаем, не сохраняем. Там дерева совсем мало. Конечно, и в Старо-Татарской слободе очень много было для XIX века современной архитектуры. Это двухэтажные многоквартирные дома и с туалетами, и благоустроенные. И тоже мы очень мало этого сохранили. Поэтому то, что сегодня пытались сделать, там были некоторые ошибки, воссоздавали и таким образом, что использовали запененные окна, значит, совсем новые технологии, которые, конечно, вот, нельзя использовать в таком месте. Но в то же время тут остаются еще масса других вопросов, которые, конечно, не только к сохранению относятся, но они относятся к развитию. Любая историческая среда, она требует развития. А вот с точки зрения развития мы видим, что там мало людей. Это центр, но он не так работает, как должен работать любой, если мы посмотрим европейский город, который гораздо более старше нашей слободы. Там народ, там люди, там живут, там приезжают, и она бьет ключом жизнь. А когда мы видим, что недостаточно используется для города, это очень ценная и очень дорогая территория, то вот мы должны искать пути, чтобы и современность там была какая-то. Может, все-таки несовершенная и логистика тоже? Ну, вряд ли. Там доступность очень хорошая. И очень важно сейчас, что такая современная набережная появилась. Это очень хорошо. Очень хорошо для Татарской слободы. Но в то же время нужна новая энергетика. Вот любая историческая среда, она затухает, если там нет настоящей современной жизни. Поэтому там нужны и новые функции, которые бы для города были важны. И какие-то функции, которые притянут людей туда. Не просто туристы, которые приехали на полдня, зашли и ушли. А там должна быть вечерняя жизнь, там должна быть жизнь не только в субботу-воскресенье. Там в субботу-воскресенье побольше людей, а в будни уже вот меньше. Вот никак не получается вот ее насытить такой современной жизнью. Ну вот говорят, что вот глобализация, она как бы стирает все границы, да? Но с другой стороны, у глобализации же тоже есть преимущества, да? То есть это и какие-то новые технологии, это и какие-то новые исследования, да? То есть, может быть, нам стоит сегодня глобализацию повернуть к нам лицом, и чтобы она работала на нас. Как вы считаете? Да, вот это вопрос очень интересный. Хорошо бы было. Пока, конечно, с точки зрения охраны наследия все боятся как раз глобализации.
глобализации, она, конечно, воспринимается со знаком минус. И более того, вот проходили, конечно, разного рода конференции международные, и самые ортодоксальные культурологи говорят, что глобализация сотрет традиции. Вот это, конечно, не хочется никому, но вот есть, конечно, некий неумолимый процесс, который, конечно, ведет к тому, что возникает такая некая культура, которая, очень похожа, нет большой разницы. Вместе с тем мы видим, что все страны, Япония, конечно, хороший пример, как она умеет сочетать, допустим, Япония, и традиции, и совершенно новейшие технологии, и новейший образ жизни. У них все это смогли они делать. Есть страны, в которых это получается. Они каждые 20 лет разбирают и собирают свой самый старинный храм Исе. Для чего? Чтобы каждое поколение умело это делать. И они это делают, чтобы показать, насколько ценят они свою старину и как им нужны эти традиции, которые молодое поколение должны воспринимать. То есть это опять та среда, в которой должны новые поколения жить. Но от кого или от чего это зависит? Это же зависит от какой-то политической воли, от желания каждого человека увидеть город таким, каким он должен быть. Вот скажите. Как же, от кого зависит? Конечно, кто носители этих традиций. Конечно, с одной стороны, эта подпитка должна быть постоянная, а подпитка, она должна быть энергетикой, обладают только те объекты наследия, которые являются настоящими, документальными, достоверными. Они несут в себе эту энергетику. Эту философию, да? Конечно, это все, любой камешек, любое дерево, которое настоящее, оно интересно. А когда начинают воспроизводить это, традиции, конструировать заново традиции, они не воспринимаются как нечто живое, как нечто развивающееся. Может быть, нашей молодежи, нашим школьникам надо больше проводить уроки, занятия об этом, больше говорить. Да, конечно. Опять европейский опыт возьмем, там непрерывно школьников вводят именно в такие интерактивные музеи, где они могут использовать какие-то предметы быта, старины, и с ними что-то делать. И это воспроизведение некоторых форм культуры прошлого, конечно, дает. Кроме того, мало ли что, конечно, наши музеи в этом смысле, может быть, недостаточно имеют такую активную роль, потому что, туда приходят немногие. Такое широкое воздействие, влияние на воспитание, конечно, может быть, не имеют. Но поэтому мы конечно, разного рода национальные праздники с использованием национального костюма. Внедрение национального костюма в традицию, в жизнь современную было бы важно. Так, чтобы полюбили. Ведь во многих странах мы опять это видим. И в Европе, и в Японии мы видим, как там относятся к национальному костюму. Они одевают национальный костюм на многие праздники национальные. То есть воспитывают чувство гордости, да? Это просто и привычка такая, которая всегда есть национальный костюм, который для праздника с удовольствием надевают. И это тоже разнообразит жизнь. Мы же национальную кухню сохраняем свою, поэтому и костюм можно было бы внедрить. Галина Николаевна, вы больше настроены оптимистически, да, чем пессимистически? Здесь по-другому нельзя. Мы, конечно, чтобы на что-то надеяться, надо что-то делать, конечно. И, конечно, в архитектуре Казани, столице, столичном городе, мы эти принципы, эту стратегию должны сохранять. Эта стратегия состоит из двух вещей. Сохранять наследие, достоверное наследие прошлого, искать его, выявлять, сохранять. Археологи много делают для этого, но еще, думаю, много будет открытий с точки зрения прошлого нашего, потому что у нас не только 19 и не только 18 век в наших памятниках и наследии, если город наш с X века, как мы доказали, только надо показывать. Покопаться поглубже. Да, лучше показывать нам как можно дальше что-то. Где татарская архитектура? Ее все хотят увидеть. Поэтому мы можем в современной архитектуре Казани, конечно, использовать татарские мотивы, мусульманские мотивы, мотивы Востока как можно шире.
использовать, наряду с тем, что в современной технологии этого тоже не хватает в архитектуре Казани. Новейшие самые архитектурные решения, такие как в Европе и Америке, и в Казани могут быть. Нам не надо зацикливаться, как вы говорите, положительной роли глобалистики. И это может быть. Нам нужны тоже и такие объекты. Поэтому сочетание самого нового, самого современного и бережного отношения к прошлому, так, чтобы видно было у нас всю эту нашу богатую культуру, и видно был вектор развития Татарстана вперед, а не назад. Это вот сочетание важное очень в стратегии развития. Спасибо вам большое, Галина Николаевна. А я напоминаю вам, что сегодня гостьей нашей программы была доктор архитектуры, заведующий кафедрой теории и практики архитектуры Казанского государственного архитектурно-строительного университета Галина Николаевна Айдарова. Спасибо большое еще раз. До свидания. До свидания.